Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Иглинском районе произошло еще одно смертельное ДТП. В Башкортостане задержали целый караван нарушителей. В Уфе наконец-то добрались до пешеходов. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП. По информации ведомства, авария произошла днем 4 апреля в Благоварском районе. На 32-м километре автодороги Чешмы-Языково-Чекмагуш 43-летний уфимец за рулем «Лады Калина» на опасном повороте предположительно выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору телефонной линии. В результате аварии 42-летний пассажир, местный житель, скончался от полученных травм. Еще один 39-летний местный житель, сидевший на переднем пассажирском сиденье, госпитализирован. Последующее свидетельство показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато расследование. Еще одно смертельное ДТП произошло днем ранее в Иглинском районе на 1501 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, 23-летний житель Челябинской области, двигаясь за рулем Kia Spectre в направлении Челябинска, совершил столкновение со встречным грузовиком Scania под управлением 56-летнего жителя Новгородской области. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. По данному факту начато расследование. В Башкортостане в аварию попал пьяный мотоциклист без прав. ДТП произошло днем 2 апреля в Мелеузовском районе на 16-м километре автодороги Смак-Бусурмановка-Юмагузино-Воскресенск. По предварительным данным, 33-летний житель района, управляя мотоциклом «Минск», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель получил травмы. Известно, что мужчина не имел водительского удостоверения. Кроме этого, он управлял транспортом без мотошлема в состоянии алкогольного опьянения. Еще одно ДТП с пострадавшим имело место днем 1 апреля в райцентре Дюртюлинского района. По информации ведомства, на пересечении улиц Магистральной 70 лет октября 45-летний местный житель, двигаясь за рулем Toyota Camry по улице Магистральная, допустил наезд на кирпичный столб забора. В результате аварии водитель с травмами был госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются. В Уфе сотрудники госавтоинспекции напомнили пешеходам об их правах и обязанностях. И многим эти правила знакомы еще с детства. Но печальная статистика говорит, что многие пешеходы этими правилами пренебрегают. Инспекторы нечасто ловят пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте, ведь такое происходит сплошь и рядом, и не всегда есть возможность адекватно среагировать. Но беззаботность самих пешеходов иногда приводит в недоумение. Пусть их не останавливает забота о собственной жизни и судьбе водителя, часто их даже не может остановить сотрудник ГИБДД. Вы создаете аварийную ситуацию. Документы ваши предъявите, пожалуйста. Пойдемте в патрульную автомашину, будем оформлять. По статистике, за 2 месяца в Уфе совершено почти 3 десятка наездов на пешеходов. Перейти по зебре безопаснее, это всем известно, но и здесь надо быть начеку. Этот водитель пропустил одного, других не заметил. Инспекторы же прибегают к более убедительной мере – штрафам. За 2 месяца на территории города Уфы произошел 61 наезд на пешеходов. При этом 1 человек погиб, 61 получил травмы. Следует отметить, что 34 наезда на пешеходов произошли на пешеходных переходах. 13 это были на регулируемых пешеходных переходах, и 21 наезд произошел на нерегулируемых пешеходных переходах. В связи с чем мы обращаемся ко всем водителям, которые приближаются к нерегулируемым пешеходным переходам, либо к перекресткам, быть особенно внимательным, когда по дороге идут люди. И следует отметить, что с начала года за нарушение правил дорожного движения, не предоставление преимущества пешеходам привлечено более 1500 водителей по данной статье. Также за нарушение правил дорожного движения пешеходами было привлечено 600 человек. В Башкортостане колонна машин, перевозивших оборудование для бурения, не прошла весовой контроль. По информации ведомства, автомобили были остановлены на западном обходе города Уфы. Документов, разрешающих проезд по трассе, у водителей не оказалось. Напомним, что до 30 апреля на территории Башкортостана действует ограничение движения большегрузного транспорта. Специальное разрешение на проезд автомобилей, следующих по маршрутам с превышением установленных предельных нагрузок на ось, необходимо получить в службе весового контроля Республики Башкортостан. На 40-м километре автодороги западный обход города Уфы сотрудниками службы весового контроля и Ространснадзора была остановлена колонна из 10 тяжеловесных транспортных средств. В ходе проверки выяснилось, что эти машины принадлежат ООО «Таграс Ремсервис», которые занимаются обслуживанием нефтяных скважин в республике, и передвигались они по региональным и межмуниципальным дорогам республики без оформления разрешения на проезд.
Весна, пора сменить шины, но не спешите убрать зимние колеса, они еще о многом могут поведать. О чем конкретно, смотрите в нашем сюжете. Весной, когда приходит время менять резину, а это стоит делать при установлении суточной температуры плюс 5 градусов, мы должны в первую очередь внимание обратить на резину, которую снимаем. И сегодня вместе с Дмитрием мы вам объясним, почему. Дмитрий, здравствуйте. Итак, почему стоит обратить внимание на ту резину, которую мы снимаем? При сезоне замены шины необходимо внимание обратить на состояние самой шины. На данной шине мы видим неравномерный износ протектора. Это может свидетельствовать о некорректной работе подвески, а именно смещении углов установки колес, либо износа какого-то одного из элементов. На что стоит обратить внимание при выборе новых шин? При выборе шин необходимо ориентироваться на тип размерный, рекомендованный производителем, а также ориентироваться на тот тип дорог, на которые обычно вы эксплуатируете машину – проселок либо шоссе. Как правильно хранить шины в межсезонье? При подготовке колес к сезонному хранению необходимо осмотреть состояние шин, проверить поверхность шины на предмет внешних повреждений, на отсутствие грыж, проверить высоту протектора о пригодности к дальнейшей эксплуатации, равномерность износа, убедиться в том, что колесо годно к эксплуатации по дате выпуска колеса. Дату выпуска можно увидеть на боковине шины. Эта шина произведена 22-ю неделю 2013 года. Данную шину мы не рекомендуем эксплуатировать. Хранение шин необходимо производить в прохладном помещении. Если у вас колесо находится в сборе, колеса надо хранить либо в подвешенном состоянии, либо стопкой не более 4 колес. Если шину храним без диска, необходимо хранить ее либо в подвешенном положении, либо в вертикальном положении с возможностью каждые 2 месяца поворачивать. Выбирайте, меняйте, а главное эксплуатируйте шины правильно. Если у вас остались вопросы, не бойтесь их задавать специалистам. Они обязательно ответят и дадут вам полную информацию. Автовладельцы в Башкортостане будут штрафовать за парковку на газоне. Башкирские депутаты законодательно вводят понятие «зеленая территория». Это значит, что парковаться на газоне или клумбе будет запрещено. Нарушителям грозят штрафы. Следить за исполнением закона будут административные комиссии. Такое же право дается самим местным жителям. В настоящий момент документ ожидает принятия во втором чтении. Всего депутаты предложили 8 поправок. Так, Дмитрий Чувилин предложил разрешить жителям домов оставлять машины на территориях, традиционно используемых под парковки. Ему возразили, что люди и так могут провести собрание собственников и решить, где в их дворе будет парковка. А депутат Александр Дегтев предложил ввести градацию для разных видов машин. По его мнению, небольшой автомобиль, оформленный на юридическое лицо, припаркованный на газоне, принесет меньше вреда, чем частный грузовик, а штраф заплатит больше. Кроме этого, по мнению депутата, закон не учитывает ответственность за парковку машин, взятых в аренду. Эти поправки также не прошли. Как пояснили присутствующие юристы, законодательство не разделяет большой автомобиль или маленький. А в случае аренды автомобиля штраф и так накладывается на фактического водителя, а не юрлицо. Остальные поправки носили технический характер, либо регулировались другими законами. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Бывалые дальнобойщики часто ездят впритык друг к другу. Такой прием позволяет экономить топливо, но вряд ли владелец гранта преследовал именно эти цели. Как итог, все закончилось разбитой машиной, а непристегнутый ремень безопасности едва не стоил жизни водителю отечественной легковушки. Сохраняйте дистанцию и пользуйтесь ремнями безопасности. Переходя дорогу, убедитесь в том, что вас пропускают, а ребенка лучше взять на руки. А водители, не забывайте тормозить перед зеброй, не ломайте свои и чужие жизни. Дрифт – дело настоящих мужчин, но не всегда настоящие мужчины готовы отвечать за свои проступки. Хотя к этому водителю больше применима фраза «не умеешь – не берись». Необычный случай, произошедший на дорогах Уфы, позабавил автомобилистов. Мужчина пришел на помощь водителю, который забыл закрыть багажник. Очевидно, водитель «Лада» не сразу понял, что произошло. Машина резко тронулась, после чего благодарственно замигала аварийками. Так держать. А герой прошлой недели снова отличился. Ранее он танцевал на движущейся машине, а теперь решил провести зарядку на проезжей части. Отжимания, впрочем, принесли помимо очевидной пользы административное наказание. По мнению представителей ГИБДД, мужчина подвергал свою жизнь опасности и создавал помехи движению транспорта. И правда, заниматься физкультурой и танцами лучше подальше от дороги.
Объезжать пробку по встречной не самая лучшая идея. Это мы выяснили еще в прошлом выпуске. А вот чтобы объехать очередь к светофору, нужно иметь стальной характер. Но даже это не убережет от нелепого столкновения. И если своя жизнь недорога, подумайте о других. Дрифт – дело весьма увлекательное, но на дорогах общего пользования этот спорт вне закона. Однако это не останавливает молодых лихачей, равно как и не смогло остановить парня на белой машине. Даже патрульный автомобиль не вразумил горе водителя, теперь ему светит внушительный штраф. И мы надеемся, что дрифтовать он будет только на подготовленных площадках, без угрозы другим участникам дорожного движения. Впечатлить барышню можно огромной массой способов: подарить цветы, сводить театр, устроить романтичный рассвет. Однако герой нашего видео решил впечатлить свою пассию виртуозной и агрессивной ездой. И все бы закончилось хорошо, если бы не Нива. Теперь впечатлять девушку он будет уже без машины. Дикие звери не раз и не два встречались на дорогах общего пользования, но вот дикий кабан, для которого правила дорожного движения не писаны, на тех самых дорогах чувствует себя словно в родном лесу. Правда, забегая в города, стоило бы изучить законы дороги, а то ненароком можно оказаться на столе с яблоком во рту. Маневрирование во дворе лучше производить на пешеходных скоростях, потому что иногда лихачество может привести к неприятным последствиям. А вот это видео стало наглядным подтверждением непреложной истины. Не торопитесь менять зимние шины на летние. Иногда это чревато, знаете ли. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!